Руслан, и снова тревожное сообщение о стаях бродячих собак, которые пугают жителей самых разных районов республики. Да, информация льется плотным потоком, и впору создавать вот в духе цифровизации всего и вся такую цифровую карту. Знаешь, Уфа собачья, извини, вот наподобие там Уфа снежная или Уфа теплая или яма Уфы. И вот на этой карте отмечать онлайн созвездие бездомных псов. Какая ну, идея? ну, смех смехом, но уже не до шуток, честно говоря. Но получается, тот гуманный закон, который был принят 2 года назад, и миллионы, выделенные государством, не работают, не исправляют Вот, ситуацию. извини, конечно, вот помнишь, я тогда тебе тоже говорил про этот закон, что он мертворожденный, как будто только что родившегося кутенка вот утопили в ведре, да, опять же, извини за сравнение. Формулировки? Ну, реально, как в жизни, да. И давай вернемся к этой теме. Интересно, что изменилось с тех пор? Давай сначала посмотрим сюжет нашей редакции о том, как среди людей живут одичавшие собаки. Давай. То, что собаки не любят кошек, знают все, но кадры камер видеонаблюдения, где стая собак встретила кота, все равно вызвала бурную реакцию пользователей интернета. Собаки сначала, кажется, играют по одному с кошкой, но потом начинают уже всерьез и вместе терзать тело животного. Хэппи-энда не случилось. В селе Сафарово Учелинского района безнадзорным собакам не понравился 4-летний мальчик. Как и в игре с кошкой, тело ребенка начали терзать со всех сторон зубами. Все случилось днем. Я уже начала подходить, эта собака начала прогонять, тогда только увидела ребенка. Но у него до пояса штаны ободранные были, укусы в нескольких местах, и голова, половина лица с правой стороны, у него не было уже черепа, разодранный. После этого вопиющего случая главу сельского поселения арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Халатность». За несвоевременный отлов бродячих животных ему теперь грозит реальный срок. По версии следствия, обвиняемый халатно отнесся к своим должностным обязанностям, проигнорировав неоднократные обращения жителей села Сафарово с жалобами на наличие на территории села бездомных собак, что привело к смерти ребенка в результате нападения на него стаи безнадзорных собак. В Уфе с недавних пор отловщики бродячих собак работают в авральном режиме. Предыдущая фирма по отлову сильно запустила процесс. В сутки ловят до 10 особей, но это все равно капля в море. Только в Уфе бездомных собак предположительно 30 тысяч. Поступила заявка на улицу Аральская, там было совершено нападение. То есть, госпитализация не потребовалась. Сейчас будем отрабатывать, смотреть, искать собаку. На улицу Аральскую отловщик безнадзорных животных Руслан Мустафин приехал повторно. В этом районе была замечена стая собак, которую за один раз не изловишь. Люди жалуются, псы не только пугают своим видом, но и нападают. Я вышла, получается, с ребенком, и когда вышла, даже никого не было, то есть собак не видно было. Когда мы повернулись, собаки сразу накинулись. Отлов бродячих животных в городе как охота в лесу, только цель другая. Вооружившись дротиком со снотворным, Руслан идет по дороге и смотрит на следы на снегу. Спустя полчаса бродячий четвероногий попал в поле зрения. Собака, похожа на породу хаски, от снотворного заснула через 5 минут. Сонного пса грузят в автомобиль. Бывают собаки агрессивные, вот работают. Трубка, шприц с препаратом вот, снотворное. Но он безобидный. Безобидный, да, собака. То есть спит просто полчаса, минут 40. Засыпает, пока везем до приюта, как раз за это время засыпается. А это жилой комплекс «Сосны». Тут тоже жаловались на бесхозных собак, которые покусали ребенка. Одного четвероногого поймали сразу, а вот за другим пришлось изрядно побегать. Отловленных собак доставляют в приюты. Там они будут находиться до тех пор, пока им не найдут хозяина. Закон запрещает усыплять животных. С тех пор, как вступил в силу федеральный закон об ответственном отношении к животным, число жалоб на бродячих собак в Башкирии выросло аж в 2 раза. Государство принципиально отказалось убивать безнадзорных собак и кошек, как этого и требовали зоозащитники. По закону должны были отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и вернуть обратно. На эту программу из разных муниципальных бюджетов республики в год выделялось примерно 60 миллионов рублей, а нужно в 4 раза больше. Почему самый гуманный закон о животных все равно не спасает людей от нападения собак? Насколько вообще возможно реализовать этот закон? И кто готов стать новым хозяином безнадзорного пса? Сколько на самом деле стоит жизнь бродячей собаки? И за чей счет она должна содержаться? За государственный или благотворительный? Выпускать обратно или усыплять? Какие поправки в закон требуют депутаты и общественность? Эти и другие острые собачьи вопросы обсуждаем сегодня в эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их.
Ленар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора и в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан. Добрый вечер. Альбина Долматова, зоозащитник, руководитель организации, которая занимается отловом собак в Уфе по государственному контракту. Как это ни парадоксально, лично для меня звучит. Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района. И Елена Ибрагимова, представитель кинологической службы Российской Федерации, занимается воспитанием и разведением собак ни много ни мало 40 лет. Здравствуйте, уважаемые гости. Тема, по которой мы сегодня собрались, не мы к ней вернулись, она сама вернулась к нам. Почему в последнее время так обострилась проблема и тема бродячих собак и их агрессивного поведения? Ленар, скажите, пожалуйста, как вы считаете? Ну, в первую очередь, скажем так, сама система, так скажем, мероприятий по регулированию численности животных без владельцев на территории Российской Федерации регулируется законом, и данным законом четко приняты мероприятия. Это так называемые мероприятия отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в прежнюю среду обитания. То есть, грубо говоря, животные, пройдя все мероприятия после отлова, возвращаются туда же, откуда Должны было возвращаться. Да, должны. Ну, В идеале. И это так и очень делается. гуманный способ, Естественно, правильно? да. То есть, если мы посмотрим статистику обращений, то на сегодняшний день социальные сети пестрят именно обращениями, жалобами на собак, которые были уже отловлены и возвращены. То есть это собаки с бирками на сегодняшний день. То есть мы все прекрасно понимаем, что данные собаки, они должны быть на территории населенных пунктов, на территории городов по закону. Я с большим уважением отношусь к зоозащитникам. Безусловно, это пассионарные люди. Но, исходя из цифр Управления ветеринарии, у нас в республике более 100 тысяч безнадзорных Это собак. неправда. Правильно? Это Это неправда. А предварительные... в Уфе примерно 20-30 тысяч собак. 15 Я прошу максимум. прощения, никаких приютов на это количество собак не хватит. Вот здесь я не соглашусь. Ну, здесь Смотрите, это 3 сам приюта. Коллизия закона, вот в чем мы тему обсуждали. Коллизия – это слабое место. Да, то есть в чем коллизия? То есть вроде закон предусматривает благо для бездомных животных, да, выпуская их в среду, но тем самым обрекая их не на счастливую жизнь. Они же в природе, когда они могут получить какое-то питание, в мороз они мерзнут. То есть они фактически, то есть закон против самих собак работает в данном случае, когда предусматривает их Надо было Владимир Владимирович, а у продумать. вас не складывается ощущение, что закон больше думает о животных, чем о людях? Да, есть Потому такое, что есть такое. собак же выпускают в среду обитания к людям. Да, совершенно верно, потому что сегодня почтальоны уже боятся ходить разносить почту. Вот перепись проводили, переписчики, которые вот работали, ходили по улицам, они сталкивались вот с этими бездомными собаками, тоже нас обращениями завалили. То есть маленькие дети. Мы что сегодня видим? По всей стране идет нападение собак на детей. Нет, я бы с вами не согласилась. Во-первых, не построено ни одного приюта, чтобы убедиться в реальности. В Уфимском районе есть приют. В Уфе, И в Уфимском тоже нет. В Уфимский нет, район есть. ездят наши волонтеры, кормят, выгуливают их собак. О чем вы говорите? Нет, что значит кормят? Ну, Там в том приют смысле есть. значит. Нет, Это приюта как их такового право нет. кормить У вас и есть служба приезжать. отлова. Мы тоже их кормим. Но Совершенно это правильно. право. Я волонтерам, Но пристраивает кто? зоозащитникам Волонтеры? спасибо могу сказать. Они действительно приезжают, привозят пищу, они определяют Большинство собак в городе на волонтерах. Если бы не было владельцам, волонтеров, то есть- а их более 500 реальных волонтеров, сейчас бы весь город утонул в собаках. Ну понимаете? хорошо. Вы знаете, вот вот я прошу прощения, да, Альбин, судя по потоку сообщений, самых тревожных, из самых разных районов Уфы, город уже тонет в этих сворах и стаях собак. Я вам могу показать СМС, и я сама диспетчер, да, на данный момент изучаю этот вопрос более глубоко. Вот знаете, какой мне звонок идет, каждый второй звонок? Там пробегали собачки. Понимаете? В лесу люди, которые, вот дома новые, новостройки, все возле леса, там в лесу живут собачки. Собачки сами их боятся. Но надо обязательно этот момент. На Гурьевке, Бакалинская, да? Караидельская, Айская. Всю жизнь жили собаки. Это была их среда обитания. Волонтеры кормили, сделали им лежанки. Они, в принципе, не трогали, понимаете, до какого-то времени. Они же там много лет существуют, уже более 10 лет, да? Об этом все знают. Вы Вот можете знаете, зайти... вы знаете, всегда интересно, как интересно, это до первого смертельного случая, прошу прощения, да, интересно читать комментарии. Назовите Вот мне хотя бы каждому- один каждому смертельный такому случай факту, в что городе. Свора собак В городе. окружила ребенка, и дворник отогнал эту свору лопатой. Где и бы даже есть произошло- комментарии, что Но ребенок сам себя нападает-то. якобы неправильно вел и провоцировал этих собак. Нет, я Ну, с этим не согласна. С точки зрения Ребенок это родителей, ребенок. обычных людей. Это понятно, но в большом городе даже нападение собак это крайне редко. Как правило, либо как-то с девочкой, извиняюсь,
Чите получилось там непонятно какая улица, нет освещения, да, и чьи-то собаки напали на девочку, да, собака кровь почувствовала, да, она знает, что это такое, разумеется, там произошла эта трагедия. То же самое, в Учелах своя собака, да, напала, то есть там же свои собаки, которые знают человека. И вот самая большая проблема на самом деле, это в людях. Надо людей обязать, просто чипировать. Сейчас всех животных просто вот ходить по домам и чипировать, да, как крупный рогатый давайте мы скот. это чуть попозже обсудим, про чипирование. Елена, вот что вы скажете по поводу того, что собачки живут на этом месте десятки лет, пришли туда жить люди и не должны собачек трогать. Как нам вообще Это с же этим... количество собак. Хорошо, где-то там во дворе в нашем детстве тоже была там одна собачка, две, мы их кормили. Но когда там 10-20 собак, это совершенно другая история. И даже когда одна собачка, она играет, и даже когда вот это видео, которое, в общем-то, все видели, когда ребенок, и кто-то писал в комментариях, ой, они же играют. Да, одна собачка играет, вторая, ой, как здорово играет. Ребенок подскользнулся, упал. Одна собачка играет, а вторая уже с агрессией. И это как цепная реакция. И эти добрые собачки, они начинают то ли играют, то ли что, рвать сначала одежду и далее, и далее, и далее. То есть вот это, То есть, конечно, когда они в стае, недопустимо. когда они в Конечно, ссоре, это эти добрые другое собачки поведение. превращаются Да, в агрессивную, да? да. Что Это может поменяться? всегда Тем более так. сейчас весна близко. И сейчас еще Гормональный весна, стресс. да, это То есть да. это все сказывается. Вы бы что предложили? Какие действенные вот сегодня меры, какие-то, меры острого реагирования? Что можно меры острого сделать? реагирования, я не знаю, как приюты могут с этим справиться, потому что содержать всю жизнь собак в приютах, я считаю, что это неправильно, это не дело. А потом, за чей счет это должно все делаться? Это такой сложный вопрос, Это поэтому... как пожизненное заключение для Конечно, людей, потом да. в Это этих высшая мера приютах, наказания. как правило, как бы там ни старались, приют – это приют. Там, Это я тюрьма. не знаю, это тюрьма. Оно и выглядит как тюрьма. И мне, например, всегда очень жаль вот этих собак, они вызывают чувство жалости в приюте. Но когда они в стае, они вызывают страх. Чувство страха. Да. Уже чувство страха. Да, это уже те же самые собаки. Лена, спасибо. Да, Елена, спасибо. Вы знаете, тема настолько горячая, что ей посвятил целую серию своих работ известный карикатурист Камиль Бузыкаев. Какая собака укусила его, давайте узнаем. Я нарисовал карикатуру первую, стал читать отзывы. Я понял, что не меня одного это волнует, а любой художник, артист, он же для публики работает. И ему надо быть готовым отвечать на запросы публики. В том числе и я. Я читаю, что вот мой зритель написал. После этого реагирую. И получилось, что я на этот вопрос 4 или 5 раз там отреагировал. В одной из карикатур Ленина, потому что я как бы обращаюсь к городской власти, друзья, надо что-то делать, но будете мягко спускать все это хозяйство, вы дождетесь того, что загрызет, не дай бог, кого-нибудь ребенка эта стая, и все. И, то, что вы стараетесь, делаете, вы все перечеркнете, я так считаю. Какие бы собачки не были хорошие, это всегда стая. А стая – это как толпа людей. Она неуправляема, она не поддается никаким здравым, логическим каким-то поступкам, она не совершает. Не то, чтобы я там их любил, но я готов с ними мириться, когда собачка, допустим, на поводке, в наморднике, и хозяйка, что очень важно, или хозяин, собирает за ней все ее отходы, понимаете? А то весной сейчас сойдет снег, у нас все газоны же во всем этом, никому в голову не приходит убирать. Вот что возмущает. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, с точки зрения государственного ветеринарного надзора, да, чего не хватает этому закону, чтобы он реально работал? В первую очередь могу сказать одно. Действительно, предложения, которые были озвучены здесь, они все имеют место быть. В первую очередь, это же, конечно же, мы должны понимать, да, вот эта свора собак, которая образовалась, которая, так скажем, находится на улице, она же появилась откуда-то. И мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день очень много вопросов не урегулировано по поводу приплода. То есть, грубо говоря, собаки пополняются, то есть безнадзорные собаки пополняются в первую очередь от владельцев. То есть в первую очередь мы считаем, что это введение ответственности на владельцев. Второе. Ответственность вводится через доказательную базу, то есть нужно определять, что это животное принадлежало именно этому гражданину, этому способствует идентификация. Идентифицировать, да? Да, естественно. То есть у каждого животного, в принципе, как и любое, так скажем, у автомобиля есть паспорт. Чип. Это является средством повышенной опасности.
Собака на Внутренний. сегодняшний день, да. Вот отличная Внутренне, фраза. Собака вживленная. является повышенным источником опасности, как и потому что- транспортные средства. Да, естественно, у любой собаки есть зубы. Неважно, маленькая она, большая. То есть нужно вводить ответственность именно за владение этим животным. Вот тут интересный момент, да? Интересно ваше мнение. Для всех пород собак без исключения или только для агрессивных бойцовских собак? Для всех. Елена, как вы считаете, идея с чипированием всех собак возможно вообще? Вот Нет. вы с ними работаете, Да. работаете непосредственно Мы сейчас с про домашних? самими Про всех. Про всех. владельцами. Насколько они пойдут на это? Во-первых, все собаки владельческие, вот, которые имеют родословные, они все имеют клеймо. Все, 100%. То есть вот породные животные, у нас это уже есть база данных, то есть это давно работает. Они все клейменные. Потом чипирование, сейчас вводится чипирование, пока что вот в нашей кинологической организации, в российской, чипирование по желанию. И сейчас, например, если мы обращаемся в ветеринарную клинику, у нас уже на собак проверяют чипы. Если есть чип, то это очень легко, можно по клейму, по чипу восстановить там прививки при утере ветеринарного паспорта. То есть это уже есть. Но нет единой базы данных. Пока нет единой базы данных, причем ее нет нигде в мире, если что, кто не Кстати, знает. а если Ее обратиться нет к нигде в зарубежному мире. опыту, в частности, Вот европейскому? там нету единой базы. Есть отдельные базы данных. Есть у каждого города. Ну, допустим, есть у Российской кинологической федерации своя база. Да. Это в каждой стране тоже вот эти все Ну, собаки я так имеют. понимаю, что вот, Ленар, скажите нам, что у нас есть сейчас единая база при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, где записаны Животные. сельскохозяйственные животные. Да, национальная да? система учета, она Вы так называется. предлагаете вот эту вот национальную Да, систему подробнее об учета этом, пожалуйста. расширить до собак, кошек и хомяков, Естественно, да? мы Мы уже уже пришли к Да, этому. мы уже в пилотном режиме Насчет хомяков это прорабатываем. шутка была? Нет, это не шутка. Как бы это ни звучало, это, естественно, не шутка, поскольку любое животное, оно является имуществом, и каждый владелец в соответствии с законом должен нести ответственность. Хорошо. Вот. По поводу нашей системы. Мы на сегодняшний день в пилотном режиме вводим идентификацию домашних животных, в том числе сельскохозяйственных и мелких домашних животных, кошек, собак. Кроме этого, есть несколько вариантов работы в пилотном режиме по идентификации животных без владельцев. В данный момент эта программа проходит апробацию в нескольких районах для того, чтобы понять проблемы и внедрение. Спасибо, мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут рекламной паузы. Не переключайтесь. Руслан, по подсчетам ветеринаров, содержать одну собаку в приюте стоит 500 тысяч в год. Я повторюсь, я не понимаю, какой смысл держать неограниченное время бродячего пса, да еще агрессивного, которого никто не берет, в приюте. Но это же хуже, чем в тюрьме, к людям. Ну, давай об этом и поговорим. Давай С тобой поговорим об этом. поспорят. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Собака является повышенным источником опасности. Собачку берут, по окончании осени они просто с ней прощаются, ее отпускают. Вы же сейчас показываете, насколько наше общество деградирует. И люди вот действительно разделились на собачников и антисобачников. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем собачью жизнь. Беспризорную, иногда опасную для людей. Почему гуманный закон об ответственном отношении к животным оказался негуманным к человеку? По новому закону агрессивных, безнадзорных животных государство обязано содержать в приюте до конца дней. Сколько таких собак среди отловленных? Какие приюты сегодня на территории Башкирии есть и какие там условия? Посмотрим, обсудим. Обычные хвостатые, с любопытным взглядом и, кажется, без агрессии. За решеткой в пункте временного пребывания те самые собаки с видеоролика, которые погнались за мальчиком на улице Айской в Уфе. Камера уличного наблюдения запечатлела, как стая резво куда-то направлялась, и на их пути оказался ребенок. Он, конечно, испугался и побежал. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не дворник с лопатой. Самые агрессивные собаки, которые пугали и держали район, так сказать, Но они большие, под напряжением. Они большие, да, как вы видите, там чаристые собаки, большинство из них большие.
Все отловленные с улиц Уфы собаки попадают в этот пункт. Он частный и принадлежит компании, которая с недавних пор занимается отловом бездомных животных в городе. Здесь их осматривает врач, проводит обработку от паразитов и делают прививки, а затем стерилизуют. Внутри здания собаки разделены по полу, возрасту и степени агрессивности. На данный момент около 200, но это с щенками вместе. Но пока мы больше не можем сюда вместить, приходится размещать по передержкам и по другим приютам тоже. Всем оказавшимся в приюте собакам волонтеры через социальные сети ищут хозяев. Иногда действующих, когда пес потерялся, но чаще новых. Мы, естественно, надеемся, социализируем. Мы вот выгуливаем практически всех собак. Вот можете наблюдать. У нас приезжают волонтеры тоже, которые социализируют. Мы в любом случае надеемся, мы задействуем все площадки, которые есть. Это основная Инстаграм, естественно, контакт Юла, Авито и, возможно, другие различные площадки. Тех, кто не обрел хозяина, волонтеры договорились обратно на улицу не отпускать. Хотя по российскому закону стерилизованное и обработанное животное нужно отвезти туда, откуда забрали. Но владельцы приюта решили взять над такими опеку. Тем более иногда собаки попадают в приют с тяжелыми травмами. Им нужен долговременный уход. Малыш был подобран, бывший домашний. Вот, просто выбросили, грубо говоря, отловили. Состояние тяжелое. Сейчас мы его лечим. Количество собак здесь постоянно растет, и территорию пункта временного содержания планируется расширить. По мнению работников, приют создает безопасные условия не только для горожан, но и для самих четвероногих. Мы будем искать всем дом. Всем пытаться найти дом. Только диких, больных, а стареньких оставляем у себя. Если это не бизнес и не способ зарабатывания денег, да, тогда что это? Вот для чего вам это? Это смысл жизни. Смысл жизни в чем? Это смысл жизни именно спасти как можно больше животных, социализировать людей, объединить это в ассоциацию, которая действительно выведет наше государство на должный уровень, и отношение к животным изменится, понимаете? Потому что большинство людей просто боится собак. Елена, скажите, пожалуйста, а вы как считаете? Ну, вы занимаетесь профессионально тоже собаками. И как вы считаете, вот это реально, если мы заниматься будем именно безнадзорными животными, у нас повысится культура У нас при общения? приюте тоже кинологическая служба. Ну, насчет культуры что-то я не знаю, как может там в это самое повысить. Ну, давайте реально называть Да. вещи своими именами, да, честно говоря. Потому что тут же собаки, они имеют очень, как сказать, это такое хобби. Видимо, человеку это необходимо, раз они заводят, содержат собак. Причем иногда какой-то это приносит дискомфорт даже для домашних животных. Но есть еще такой момент, чисто даже эстетический, если мы говорим о культуре. То есть есть породистые животные, которые совершенно определенным образом выглядят. И, например, я получаю эстетическое удовольствие, когда я вижу своих ухоженных собак. То есть для меня это, ну, тоже очень важно, помимо всего остального. Потом человеку собака нужна для чего? Он же получает от нее эмоции. То есть Человек собаки друг, да? Ну, как бы все мы друзья между собой. Просто вот человек получает очень много эмоций от общения с животным. И когда, особенно, кстати, это в пандемию, когда началась пандемия, вы не представляете, какой был спрос на собак. То есть люди поняли, как бы они оказались в замкнутом пространстве в каком-то, и им нужен был какой-то выход эмоциональный. И это была какая-то Елена, волна. вот владельческие собаки – это немного другой Да, акцент это этой другое. темы. Да, потому что очень часто приходится встречать такие, знаете, токсичных собачников, от которых Ну, стонет весь двор. это люди. Это люди, да. Человеческий И фактор. Вопрос Мы не делим инфраструктуры. собак на породистых и Вопрос породистых. инфраструктуры, да, вот И у получается... нас, более того, в Альбин, наших получается, приютах что в миллионной более Уфе 40% нет ни одного приюта породистых. муниципального, да? 40% А сколько у нас породистых собак площадок для выгула? Я, например, вот Елена. сколько вижу видео, ни разу не видела никаких Как это? породистых собак. Начиная от хаски, лаек, заканчивая домашними, спаниели. Вот Алабай, не Алабай вообще самая популярная выкидываемая Про культуру, порода. вот, Ленат, здесь вы хотелось как бы сказать, считаете? особенно вот Уфа, Уфимский район, Иглинский район, близ Уфы, который находится, большое количество садоводческих участков имеет. Вот люди, выезжая на лето туда жить, берут собачку берут, по окончании осени они просто с ней прощаются, ее отпускают на вольные хлеба. То есть в зиму... И с этого момента начинается история стаи, очередной безнадзорный собак. То есть наши в Уфу Это вот собаки с Уфимского района про бегут. культуру обращения вот с животными, это вот как раз про это. Я вот, пользуясь случаем, хочу обратиться всем садоводам, да не просто к садоводам, к людям, чтобы вот, если вы решили собаку распрощаться, Завести, да, лучше привезите ее к нам в приют или вот в частный приют, потому что, ну, когда
когда она попадает в среду обитания, ну, она, ну, много хлопот создает. Может, лучше будем наказывать этих людей, которые... Но эти люди, они берут этих собак Это же с улицы, абсолютно начинают их безответственность. Это вы подкармливать. сейчас фактически И потом сказали, берите оставляют там собачку же. на время. Нет, я На время не берут категорически Нет, против. насколько я понял, как раз Вилой Петрович говорил об ответственности. Вот я и Что говорю, собака – ответственность. это прежде всего Он наоборот ответственность говорит, человека. привезите ее к нам, если вы решили ее бросить. Нельзя этого делать. Надо наказывать и не давать таким людям собаку. А, кстати А говоря, если они законом, взяли? законом Никого. предусмотрена ответственность хотя бы административная нет. для недобросовестных 1000 владельцев рублей собак. максимум Вот штраф. подождите, чем собаки от людей отличаются? У нас законом, вот, допустим, если человек отказывается от своего ребенка, он его сдает в этот, как его, ну, в детский дом. Детский Да. дом или приют для детей. Почему для собак это не может распространяться? Вот объясните мне, пожалуйста. Потому что собак-то гораздо больше. Ну, я понимаю, но мы должны же... к этому Отношение как-то- Вы же гуманное сейчас должно показываете, быть. насколько Я вот наше тут общество согласна деградирует. с Илоем Петровичем. Нет, я согласна с Илоем Согласна. Петровичем, потому что штрафами мы проблему не решим. И лучше уж Решим, если тогда... будут большие штрафы. Вообще вот этот закон разделил общество на две, Разделил. Разделил, на да. две противоположные части, причем и та часть правы, и обе обеспокоены. Вот зоозащитники, они переживают за животных, которые находятся в естественной среде обитания. А те люди, которые беспокоятся за свое здоровье, за своих детей, за себя лично, которые, собаки, которые агрессивно проявляют в естественной среде, вот, они другим обеспокоены. И вот это вот противостояние сегодня можно Здесь вы не правы. Я помимо того, что зоозащитник, я еще служба отлова, которая несет ответственность. Причем уголовную. Понимаете, да? Подтвердите, Альбина, пожалуйста. а скажите, пожалуйста, как вы считаете, что ценнее, жизнь и здоровье человека или Я собаки? даже думать не буду, конечно, жизнь человека. И поэтому я надеюсь, что если ты человек, ты должен быть человеком, оставаться человеком. По отношению в том числе и к животным. своим, конечно, да? это и есть Хорошо, показатель человечности. как вы относитесь к такому, что у нас нет в Уфе, допустим, ни одного приюта государственного, но нет и ни одной площадки для выгула собак, Это да, для тоже тех, очень кто... Площадки для выгула есть, но их единицы. Да, Они на самом деле. дорогие очень. Бюджет хочет принять это тоже. Вот. И там есть какие-то проекты, которые Давайте сейчас признаем честно, выдвигаются. да, инфраструктуры необходимы Давайте для 50 на собак, для 50. домашних животных в Уфе С практически, этим мы все согласны. практически нет. Ну, да. давайте 50 на 50. Если мы взялись решать проблем безнадзорных животных, то Да, давайте и естественно. поддерживать тех, кто заводит этих животных, для того, чтобы вот эту культуру выращивать именно на таких Ну, вещах. пока а вот не почему-то не просто- прозвучало, но я вам напомню, что в административном кодексе, в том числе, который действует у нас в республике, есть несколько статей, которые предусматривают административную ответственность за недобросовестное отношение и содержание домашних животных. Естественно. Там минимальные Статьи- штрафы. Статьи есть, административная ответственность есть. Штрафы пусть минимальные, но они тоже есть. Их надо увеличить, тогда сразу перестанет вот этот поток недобросовестных. Ленар. Да, давайте перейдем именно к корню проблемы. То есть все доводы, конечно же, они имеют место быть, и, соответственно, проблематика, она растет не только из, так скажем, инфраструктуры, которая действительно ставятся большие вопросы, поскольку если дом построен, необходимо учитывать, что владельцы будут содержать собак и выгуливать. У нас не только этот вопрос не решается, у нас не решается вопрос с парковками в первую очередь. То есть именно потребность людей, транспорт возрастает. Простите, я немножко за пределы, так скажем. Но давайте посмотрим на всю эту проблему. То есть здесь комплекс проблем, которые решать нужно именно внедрением целенаправленной программы по искоренению вот этих вот моментов. То есть и социальные вопросы, то есть это привить подрастающему поколению, нашему населению именно порядок, как обращаться с животными. Этот вопрос на сегодняшний день прорабатывается Министерством образования Республики. Соответственно, по работе именно по созданию инфраструктуры тоже делаются сподвижки. То есть проблема комплексная. Это И комплексная решать ее проблема. надо комплексно. Естественно. А не одно управление ветеринарии отвечает за это. Естественно. То есть мы, когда подойдем к этой проблеме со всех сторон, эту проблему можно будет решить. Но в первую очередь также необходимо понимать о том, что в условиях действующего законодательства, вы говорите, административные штрафы есть, но напрямую доказать, что этот владелец является владельцем данного животного и привлечь его к ответственности, составляет большую проблему. Одно дело наличие статьи в КоАП, другое дело правоприменительная практика. Мы это Естественно. понимаем, что это две разные истории.
Спасибо большое. Для многих людей, которые имеют собак, для хорошего отношения к ним не нужны никакие законы. При этом считают, что их права также нарушаются. Например, полное отсутствие оборудованных мест для выгула животных. Послушаем. Собачья жизнь с хорошим хозяином кардинально отличается от существования бродячих псов на улице. Забота, любовь и радость – это именно то, что питомец и владелец дарят друг другу. Человек живет в контакте с собакой, собаке очень нужен контакт. Им нравится находиться с хозяином, что там и делать что-то такое, что приносит радость хозяину. Они это очень четко чувствуют. И если, например, собака где-то там выиграла какое-то соревнование, выиграла выставку, вот лично моя собака, она потом неделю ходит, подходит, смотрит в глаза и как бы спрашивает: «Я молодец? Я молодец?» Павел Ватолин привел свою собаку на груминг – комплекс процедур по уходу. Процесс вычесывания старой шерсти – не самая приятная часть для питомца. Однако трехлетняя Лора хоть и переживает, но терпит неудобства. Чуть-чуть вот они обрастают, у них такая становится бархатная шерстка по корпусу, и очень это выглядит красиво. Хороший хозяин понимает, что уход за собакой не ограничивается покупкой корма и прогулками. Человек, который хочет завести питомца, должен понимать, что содержание четвероногого друга потребует и материальных вложений, и времени. Соответствующие ежегодные прививки. Ну, основное это прогулки, общение с собакой. Как часто гуляете? Как минимум 2 раза в день в любом случае гуляешь. Ну и выходные, куда дальше уходишь. В Германии бродячих собак на улицах не встретишь. Все четвероногие там имеют хозяев, и завести пса не так-то просто. Более того, все животные регистрируются и чипируются. За собаку с владельца ежегодно взимается налог от 100 до 800 евро в зависимости от породы. А за выброшенное на улицу животное придется заплатить огромный штраф. Вообще в Германии я практически не видела больших собак. В основном это маленькие собаки карманные, либо среднего размера, потому что приходится очень дорого платить. Допустим, чтобы купить по какому-нибудь породистую собаку, нужно заплатить не менее 1500 евро. И вообще приблизительно подсчитано, что за год собирается 300 миллионов евро, и это только налог на собак. В некоторых зарубежных странах инфраструктура для выгула домашних собак развита куда лучше. В Уфе же специальных площадок совсем немного. Собакам помимо общения с хозяином нужно общение с другими породами. Ну, с такой же породой, ну, с собаками. Тем не менее, за последние годы собачья индустрия активно развивается и в России. Появляются не только площадки для выгула, но и салоны для стрижки, специальная одежда и аксессуары, которые необходимы ответственным хозяевам. А чем больше ответственности будет у человека, тем быстрее решится проблема бродячих собак. Вы знаете, да, но мы еще раз убедились сегодня, что это тема, которая не оставляет равнодушных. И 5 минут, и уже возникает жаркий спор. И люди вот действительно разделились на собачников и антисобачников. И у каждого есть своя правда, между прочим. Вот у нас есть такая любимая фраза. Безусловно, да. У нас такая есть любимая фраза в программе, да, «Свет в конце тоннеля». Вот коротко, пожалуйста, да, какой свет в конце этого тоннеля видит? То есть решение проблемы. Коротко, Лена. В первую очередь нужно говорить о том, что я уже озвучивал это мероприятие, то есть это введение ответственности владельцев и, соответственно, в последующем мероприятия, которые позволили бы ограничить количество животных, которые содержатся, которые фактически может оказаться на улице. То есть на улице в крайнем случае должны оказываться животные, будем говорить так, которые прошли процедуру стерилизации, которые не принесут потомства. Ответственность это владельцев. В первую очередь. Первый пункт. Да. Еще? Да, пунктов много. Коротко, да, потому что эфирное время ограничено, к сожалению, Альбина. Строительство приютов, есть в деле, которым вы занимаетесь? Помощь частным То, что это не бизнес для вас и приютам. зарабатывать денег, Нет, вы придете, вы поймете, вы Уфе, попробуйте. сколько нужно приютов? 3, максимум 3 приюта на 500, до 1500 животных. Они же постоянно пристраиваются, понимаете? То есть это карусель, и ее можно регулировать. Альбин, вопрос с подвохом. Вот прозвучала от вас фраза, что вы способны за какой-то конкретный срок эту проблему решить. Да. Сколько вы просили? Какая у вас программа? Год? На Уфу, да, у нас 2 года, поэтому тендер на 2 года мы покажем. Вы нашу работу увидите через год, и через 2 года И уже что вы будет действительно явно. считаете, что через год вы сможете эту проблему каким-то образом... С вашей поддержкой, конечно, я думаю, мы как-нибудь прорвемся. Понятно, спасибо.
Ну, я бы, если коротко сказать, все-таки вот существенные изменения внес в этот федеральный закон, уже Ленар об этом начал было говорить, это передержка собак до их востребования в приютах, ну, с определенным сроком, причем этих собак подготовить, помыть, причесать, выставить их на определенном сайте, чтобы люди могли видеть, что за собачка, и если в этот период она не востребована, ни кем-то не забрана, то есть, ну, не подвергать ее вот мучениям и отпускать в среду обитания. Вот я все-таки за этот механизм, за то, чтобы более гуманное действительно обращение было с собаками. Понятно, спасибо. Ну, я согласна с предыдущим оратором, да, я считаю, что это действительно реальное такое... Есть какие-то дополнения? В качестве дополнения я бы хотела, чтобы все-таки были какие-то условия для людей, которые содержат собак, неважно, породистые они, не породистые, чтобы были условия для прогулок, для каких-то там мероприятий, потому что собака, это же, да, это инфраструктура, это же вообще спорт с собакой, и неважно, какая у нее порода, какой размер. То есть главное, чтобы были условия, чтобы эти собаки не раздражали людей окружающих. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые гости, что нашли время прийти и обсудить эту очень актуальную тему. Спасибо вам за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Слушай, Алсу, все-таки собака – это не человек. И если она представляет опасность для окружающих, да, то, извини за жесткое слово, ее надо утилизировать. И потом, я не понимаю, зачем неограниченное время держать бродячего пса в приюте, если он никому не нужен. Ну, не понимаю я этого. Конечно, у тебя очень жесткие формулировки, Я извинился. но конфликт, мне кажется, в том, что самый гуманный закон для животных оказался не очень гуманным для людей. Вот сегодняшний выпуск еще раз меня убедил в том, что в этой сфере у нас бардак, и это факт. И закон оказался слишком либеральный для нашей суровой почвы. А вообще надо его ужесточать. И для владельцев собак, ответственность я имею в виду, и для самих бродячих агрессивных псов. Руслан, на жестокости и так хватает. Нужно время дать этому закону. Может, поправки какие-то туда внести. А людям, ну, видимо, пока придется обходить стаи стороной, пока не выправится ситуация. Тебе слово. Как собак нерезанных, собаки собачья смерть, пес смердячий, зарыли как собаку, собачья работа. Ну и где здесь в русском культурном коде про гуманное отношение к животным? Это уже потом нравы смягчились, и от Каштанки и Муму мы пришли в новейшее время к Мухтару, Рессе и белому Биму черному уху. Теперь человек собаки друг, это знают все вокруг. Только вот знать и соблюдать, честно говоря, две большие разницы. До свидания, берегите себя и своих близких, и помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.